Ковид-2019 стремительно идет по планете. Южная Корея, Италия, Иран. У нас, несмотря на близкое соседство и большое количество китайцев, факты коронавируса медики отрицают. Кыргызстанских чиновников Всемирный банк уличил в разворовывании донорских денег. Кабмин промолчал, а депутаты привели ответ на исследования наших экспертов. Смог – вопрос не эстетики, а здоровья. Уровень загрязнения в некоторых районах столицы превышен в разы. Четкого плана по решению проблемы у Кабмина нет. Дома-призраки и резиновые дома также выявили в Токмаке. Генпрокуратура подтвердила, что и там есть адреса с сотнями вновь прописавшихся. Выборы впереди. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Елена Кобзева. Предвыборная гонка еще не началась, а партии уже вовсю борются за мандаты. И не совсем честно. Там, где планируются выборы, увеличилось количество жителей. Партии так увеличивают себе число избирателей. Генеральная прокуратура сначала выявила нарушения в Аше, а сегодня сообщила об аналогичных случаях в Токмаке. Новых горожан там поменьше, чем в южной столице – 7 тысяч против 35 тысяч. Однако по некоторым адресам, заявили в надзорном ведомстве, также регистрировали по несколько сотен человек. Мы нашли эти квартиры и дома. С подробностями Кубат Куманычбек-Улу. В каком именно из жилых домов Токмака массово прописывают граждан из близлежащих сел, нам сообщили, можно сказать, по секрету. Подсказали и подъезд, и номер квартиры. По предварительным данным, одни из апартаментов этой девятиэтажки теперь официальный дом для 300 человек. Работающие на некоторые партии люди предлагают 1000 сомов, взамен просят паспорт. А у мужчин еще и военный билет. В квартире взрослых не оказалось, по крайней мере, об этом нас заверил голос маленькой девочки из домофона. Соседи на камеру рассказывать о тайных делах своего дома категорически отказались. Уговорить местных жителей поделиться хоть какой-нибудь информацией мы все же смогли. Нам назвали еще один адрес, где якобы прописали 400 человек. И вот мы направились по второму адресу. Предварительно нам сообщили, что здесь прописано около 400 человек. И мы сейчас попробуем, конечно же, постучаться и расспросить, как же так получилось. И это уже второй случай, когда нам не открыли двери и никто не прокомментировал данную ситуацию. Оказалось, в этой квартире никто не живет. По словам местных жителей, граждан прописывают в пустые квартиры, в которых по факту никто давно не живет. И в пустых квартирах, если хозяин не живет, а были такие квартиры, по крайней мере, что они долго были пустые, вот в них могут регистрировать. А те, кто жители, настоящих хозяев, он никогда себе не то что 300-400, даже там 10 человек не зарегистрировали. Тем временем соседей интересует другой вопрос. Будут ли владельцы этого жилья платить за коммунальные, в частности за воду, за мусор, оплата за которую осуществляется за каждого прописанного человека. В комбинат коммунальных предприятий токмакчане ежемесячно должны платить по 19 сомов за каждого человека. Значит, если в доме прописано около 400 человек, в месяц получается 7600 сомов. Абонент выходит, показывает свою домовую книжку, что у него там прописано 2 человека. Нам приходится по домовой их оформлять, что 2 человека. Но на самом деле у них там 5-6 человек. У нас вот таких особых рычагов нету, так что мы не можем их. Какие данные они нам дают, мы и даем. Письмо было направлено в Горкенеш. Вот, ждем сейчас ответа по этим, по данным, по кварталам. В каждой семье сколько проживает. Застать квартального на рабочем месте нам не удалось. Ограничились короткой беседой с кассиром. Женщина рассказала, что по одному из адресов, где якобы прописано 400 человек, по официальной информации проживают лишь 4 человека. Никак не знаем. Вы вообще не узнаете даже, да? Конечно нет. У нас же что есть, вот как есть, вот, например, вот, знаете, вот 40-й дом, например, 1 человек, вот. А можно 40-й дом, 6-ю квартиру узнать? Сколько человек платит за мусор? 6-ю квартиру? 4 человека. 4 человека, да? В отделе паспортизации и регистрации населения города Токмок ажиотаж уже стих. Как сообщили специалисты, в данное время в день регистрируется от 10 до 15 человек. Ведомство работает в штатном режиме.
В январе и феврале был очень большой наплыв людей, не успевали. Сейчас в день приходит около 10 человек. Не может быть такого, что в одной квартире прописалось 400 человек. Лично мы не регистрировали такое количество. Зато Генеральная прокуратура установила, что в отдельных случаях чиновники территориальных подразделений ГРЭС Чуйской области, в том числе и Токмака, прописывали приезжих на постоянное место жительства без согласия домовладельцев и необходимых документов, предусмотренных законом. На основе факта даже возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Было решено заняться этим вопросом на государственном уровне. В связи с такой ситуацией депутаты парламента даже предложили перенести выборы на несколько месяцев и запретить голосовать людям, которые меняют место жительства в аккурат перед выборами. Напомню, что голосование в местной Кинеше пройдут 12 апреля в Балыкчи, Караколе, в Токмаке, в Майлису и Оше. Хубат Хуаншпекулу, Джанарбек Дохтурбекулу, НТС. Пока правительство молчит, депутатам ничего не остается делать, как стыдливо качать головой. Это об исследовании Всемирного банка, который открыто сообщил, что знает, как значительную часть его финансовой помощи крадут представители правящей элиты ряда стран, в том числе и нашей. Этот вывод, напомним, был сделан на основе анализа перетоков капиталов в офшорные зоны. Депутаты заявили о необходимости вводить строгий контроль за кредитами и грантами. А эксперты отметили, что не только наши чиновники отхватили свое. Руководящие члены и этих институтов свою выгоду не упускают. Что они имеют в виду? В следующем материале. За 22 года на дороге Кыргызстана привлекли кредитов и грантов на сумму в 2 миллиарда 355 миллионов долларов. Об этом сегодня на заседании комитета Джугурку Кинеша по бюджету и финансам сообщил министр транспорта и дорог Джанат Бейшенов. Парламентарии пытались выяснить, как расходовались эти средства и насколько целесообразно было брать такие долги на некоторые из проектов. Наибольшее число кредитов было взято с 2012 по 2015 годы. 420, 414, 300, 200. Это все кредиты, взятые на дорогу север-юг. Очень много разговоров в народе. Скажите, насколько необходима нам эта дорога? Я считаю, что проект альтернативной дороги север-юг – это очень хороший проект. И мы должны его, безусловно, закончить. Мы его закончим. Это дает развитие, региональное развитие. Буквально на днях на сайте Всемирного банка были опубликованы результаты исследования, согласно которым Кыргызстан попал в черный список из 22 стран, преимущественно африканского континента, в которых, как указывается в документе, от 7 до 14% направляемой финансовой помощи разворовывается правящими элитами. Джугурку Кинеше, как выяснилось, о результатах этого исследования известно пока еще очень малому числу депутатов. По словам Сайдулы Нышанова, открылись неприятные факты. Все это не замедлит сказаться на международном имидже страны. Как отметил депутат, необходимо привести в порядок получения кредитов, усилить мониторинг их целевого использования, а также уменьшить участие в их распределении представителей высших эшелонов власти. Есть в правительстве такие проекты, которые они, как мы, вот парламент, не рассказывают, они делают. Возможно, они уже задание дали, проверяют и уточняют, какие моменты были. Но в любом случае большой сигнал от 7-го этажа до простого народа это немножко неудобно, и поэтому мы будем все стараться, чтобы дальше вот так не продолжался. По словам бывшего министра финансов Акылбека Джапарова, подобные исследования уже проводились лет 15 назад. В африканских странах тогда была обнаружена прочная взаимосвязь. Как только в какую-то из них поступала финансовая помощь, усиливались диктаторские режимы, увеличивалось количество богатых людей, при том, что страна в целом становилась еще беднее и еще более погружалась в долговую яму. Тогда и была предложена программа ХИПИК, когда в обмен на программу развития той или иной стране списывалось до 50% внешнего долга. Кыргызстан тогда в эту программу не вошел. Как оказалось, результаты исследований экономистов Всемирного банка подтверждаются анализом и кыргызстанских экономистов. С поправкой, однако, на то, что далеко не вся оказываемая международным донорам помощь оседает в карманах местных чиновников. Мы прекрасно видим на примере Министерства транспорта, что из 2 миллиардов 600 миллионов 85% денег, они так и остались за рубежом. То есть Всемирный банк, и Азиатский банк развития, различные финансовые институты проводили тендера. Деньги каким-то образом приходили к нам, но при этом в тендера выигрывали зарубежные компании, и деньги уходили туда. Соответственно, офшор тоже за рубежом. Соответственно, есть какая-то устойчивая связь и возможность некоторых клерков, может быть, и самого Всемирного банка, наших чиновников и тех, кто строит эти дороги, сделать устойчивую преступную связь и каким-то образом определенную часть денег из этих кредитных ресурсов забирать себе. В таких случаях
случаях, по словам Джапарова, становится невозможным ни счетной палате Кыргызстана, ни правоохранительным фискальным органам отследить движение денежных потоков. Дело в том, что и Всемирный банк, и Азиатский банк развития выставляют жесткие требования по банковским гарантиям. Уставной капитал местных банков позволяет им дать гарантию на сумму не более 5 миллионов долларов, в то время как 5 лет назад они не могли гарантировать возврат и 1 миллиона. Поэтому к тендерам привлекаются, как правило, европейские компании, имеющие солидный опыт работы в своей сфере. Парламентарий предлагает пересмотреть законы, регулирующие сферу кредитов, а их чуть более 10, где выставить главные условия. Соответственно, этот механизм, раз теперь ясен всем, и всему самому Всемирному банку, нам известно, да, парламентариям, правительству теперь известно, мы должны поменять механизмы получения этих кредитных средств. В первую очередь, я считаю, необходимы все кредитные средства, деньги, особенно после скандала на ТЭЦ, да, на дорогах, на Даткаке Мин. Все деньги должны приходить в Кыргызстан на счета Национального банка. Деньги все должны приходить здесь, тратиться здесь и контролироваться нашими фискальными органами. Это главное условие получения кредитов. Еще одним инструментом эффективного использования кредитных средств экономист предлагает создание совместных предприятий, когда при освоении финансовой помощи и техника, и опыт будут оставаться на территории Кыргызстана. Необходимо отметить, что общая сумма финансовой помощи Кыргызстану за 25 лет составила более 10 миллиардов 300 миллионов долларов США, из которых гранты составляют около 3 миллиардов долларов. Более 7 миллиардов необходимо возвращать. Самый крупный кредитор Кыргызстана – китайский Эксимбанк. Ему страна должна вернуть более 2 миллиардов долларов США. Бот Исаев, Ирлан Кемельбеков, НТС. 23 гектара. Земля, которая, по данным таджикских СМИ, согласована к обмену между Таджикистаном и Кыргызстаном. Таджикское издание «Азия Плюс» сообщает, что к согласию вице-премьеры Азим Ибрахим и Акрам Мадумаров пришли на прошедших переговорах в Баткене. СМИ ссылается на источник, близкий к членам таджикской группы, которая занимается вопросом делимитации и демаркации госграницы. По их сведениям, это территория между селом Чуркух и кыргызским селом Самаркандек. Его соседи готовы предоставить нашей республике. А вот с нашей стороны якобы отводится участок Тескей между селами Самаркандек и Арык-Асты в сельской управе Кокташ. Однако спецпредставитель правительства по вопросам границ Назирбек Бурубаев опроверг эту информацию. Он сообщил, что обмен на этой встрече не обсуждался, так как в нашей комиссии произошла смена руководства, пока ответственные лица эту тему изучают. Правительственные делегации подтвердили полное взаимопонимание о необходимости дальнейшего описания границ и устранения черезполосных и вкрапленных участков на границе, а также обговорили дальнейшую работу специалистов-топографов, которые работают над картами. Про ремонт в театрах, про оцифровку картин музея ИЗО и про преобразование многих библиотек в Центре детского развития. Об этом министр культуры, информации и туризма сегодня рассказал президенту. Азамат Джаманкулов в целом предоставил Сооронбаю Жээнбекову отчет о состоянии культурной сферы страны. Так, в числе объектов, где уже провели реконструкцию, театр оперы и балета, филармония и Ошский национальный драмтеатр. Кроме того, ремонтные работы начались в кыргызском и русском драмтеатрах в Бишкеке. Вскоре к реконструкции приступают в театре кукол и юного зрителя, а также в академическом узбекском театре имени Бабура Ваше. Большую работу уже провели в музее Гапара Айтиева. Там в электронный формат преобразовали 4000 экспонатов фонда и создали виртуальную экспозицию. Теперь жители отдаленных районов и других стран могут изучить шедевры великих мастеров нашего музея ИЗО. Тоже планируется в Доме-музея Фрунзе и в историческом музее. А вот около 50 библиотек по республике ждет трансформация. В них, кроме хранилища книг, откроют центры для интеллектуального развития детей. Этот проект особенно важный, отметил Сооронбай Жээнбеков. В год поддержки детей необходимо как можно больше внимания уделять подрастающему поколению. А еще напомнил, что на министре большая ответственность провести на должном уровне все мероприятия, запланированные в рамках перекрестного года Кыргызстана в России и наоборот, России в Кыргызстане. Церемония его открытия, напомним, пройдет уже в этот четверг. Мы закончили полный капитальный ремонт театра оперы и балета, закончился ремонт Ошского драмтеатра, сейчас идет ремонт в Кыргызском национальном драматическом театре, также в русском драмтеатре имени Чингиза Айтматова. Будет капитальный ремонт театра юного зрителя, кукольный театр полностью будет ремонтироваться, капитальный ремонт также. По итогам 2019 года мы оцифровали 4000 экспонатов
музея корпоратива. Дальше эта работа будет продолжаться, потому что там около 19 тысяч экспонатов. Такая же работа будет висеть в этом году и в музее, историческом музее, и музее имени Фрунзе. Чем мы дышим? Этот вопрос сейчас, пожалуй, задают себе все жители Бишкека. Серая дымка окутывает столицу, что невооруженным глазом видно уже не только с высоты пригородных гор, но и изнутри. Машины, печки, все дымят, ну а измененная архитектура города, увы, не позволяет смогу выветриваться. Датчики определения качества воздуха в отдельных районах столицы показывают завышенное количество опасных веществ. Ситуация, видимо, настолько серьезная, что некоторые дипломаты отказались от службы в нашей столице и покинули ее. Одно из экологических движений установило в столице несколько датчиков для измерения уровня загрязнения воздуха. Данные отображаются в онлайн-режиме и обновляются ежечасно. Сейчас мы находимся на пересечении улицы Московская и Умиталиева. Через этот сайт мы можем посмотреть, насколько загрязнен воздух в этом районе. Как показали данные, уровень концентрации вредных веществ в этом районе превышает 4 раза. При таком качестве воздуха людям запрещается выходить на улицы или рекомендуют надевать маски. Спортом заниматься или бегать по этим улицам также нельзя, потому что это вредно для организма. Без маски никуда. Данные онлайн-анализаторов организации Move Green говорят, что в некоторых частях города уровень загрязненности воздуха и вовсе превышен в 5, а то и в 6 раз. Концентрация вредных веществ увеличилась в период отопительного сезона, однако так называемые ядовитые мелкодисперсные частицы пока не превысили опасного уровня. Ну, как вы знаете, сейчас отопительный сезон, вот это новостройки, в основном жилмассивы, тоже, они же, как вы знаете, отапливаются углем, резинами, остатками материалами. Это тоже влияет на атмосферный воздух. Поэтому это тоже мы мониторим с помощью летательного аппарата, дрон, полимерными аппаратами. И фиксируем, где это выделяется черный дым. Мы передаем эти факты, фото- и видеосъемки, мы фиксируем и передаем соответствующие госорганы для принятия соответствующих мер. Специалисты Кыргызгидромета не отрицают, что проблема со смогом в столице есть и воздух сильно загрязнен. Пик, когда весь город накрывал смог, уже прошел, однако из-за погодных условий столицу временами накрывает пелена серого дыма. Это происходит из-за того, что воздушная масса не может двигаться вверх из-за атмосферного давления. У нас как бы нету проветривания такого, как раньше. Холодный воздух надавливается, и из-за этого как бы идет накопленное загрязнение. То есть это загрязнение не разовое, а накопленное. То есть если воздух не меняется, это означает, что вот загрязнение накапливается. Из-за этого у нас вот превышения очень большие именно вот в осенне-зимний период. Также можно, естественно, связать, знаете, да, с автотранспортом, с тем, что вот город Бишкек у нас находится в таком вот опоясывающем кольце из жилмассивов, которые, естественно, топятся, и также другие предприятия. На качество воздуха особенно сильно влияет и архитектурная планировка города. В последние годы она велась хаотично, нарушив всю схему, заложенную при закладке столицы. В итоге постройки мешают проветриванию, воздух стоит. В Кыргызгидромете исследования на качество воздуха специалисты проводят мануальным методом. Говоря иначе, они вручную отбирают пробы воздуха. Результаты анализа выходят только на следующий день, то есть эксперты получают информацию за вчера. Автоматический анализатор воздуха на весь город только один, и то он расположен в относительно чистой экологической зоне Бишкека. Вы наблюдали, да, за сайтами такими? Там вот видно, что где-то красненькое горит, где фиолетовое, где-то желтое, где-то оранжевое, где-то вообще зеленое в одном и том же Бишкеке. Это, конечно, очень хорошо, что они расположены по разным местам. И вот мы в будущем собираемся закупить еще, если нам вот купят, еще автоматические станции и расположить их как раз таки в разных частях города, чтобы видеть картину более реально. Ну а наши стационарные посты сейчас расположены в разных частях города, но они дают нам информацию, да, за прошедшие сутки. Тогда как наша автоматическая станция дает информацию за каждую минуту. Экологи бьют тревогу и призывают предупреждать граждан об уровне загрязнения воздуха каждый день. Ведь это напрямую сказывается на здоровье граждан. Провоцирует не только легочные заболевания, такие как астма, бронхит, но также может вызвать сердечно-сосудистое недомогание. В такие пики население должно предпринимать меры по собственной защите. В это время нельзя заниматься спортом,
нельзя делать активные физические упражнения. В том числе в эти дни должна быть отменена физкультура в школах на открытом воздухе, потому что это просто опасно становится для здоровья. Правительство, напомним, проблему признало. Констатирует, что некогда зеленый Бишкек теперь имеет дурную славу, и о ней, скорее всего, узнают в мире. Заместитель руководителя аппарата правительства Болот Джунусов сообщил такой интересный и обидный факт. В прошлом году 3 дипломата покинули Бишкек из-за грязного воздуха. Разорвали свой трудовой контракт и уехали, чтобы не заработать проблем со здоровьем. Так плачевно дело обстоит последние 5-6 лет, заключил чиновник. Однако на сегодня пока нет достаточно емкого и аргументированного исследования о причинах смога. Правительство работает над программой по изменению ситуации, но немаловажную роль должны сыграть и перемены в сознании людей в сторону экологичной жизнедеятельности. Айтол Кунсулпуева, Турган Ниязов, НТС. На играх кочевников хотят играть в Кокбюру без тайказанов. Решение было принято на собрании в Турции с участием делегаций 6 стран. Проголосовали против только представители Кыргызстана. Впрочем, в Отечественной Федерации Кокбюру не считают это решение легитимным. Приглашения официально уполномоченным лицам Федерации на встречу не было. К тому же ранее турецкая страна обещала провести игры по кыргызским правилам. Это отмечено в меморандуме. Наша страна готовится сделать заявление. Сборная Кыргызстана по Кокбюру на предстоящих играх кочевников предлагает играть не по национальным правилам. На предстоящих ВИК хотят сменить тайказан на нарисованный круг. Отказались от привычных для наших игроков ворот на собрании Всемирной конфедерации этноигр в Турции. В стране, которая в этом году принимает номиниаду, отечественная делегация настаивала, что тайказан – неотъемлемая часть игры. Только благодаря им это состязание зрелищное. Этот аргумент поддержки не сыскал. 5 голосов против 1. Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан против Кыргызстана. Твердые конструкции слишком опасны для игроков. Отметим, что круги рисуют в казахском аналоге Кокбюру, Кокпаре. Хотя еще месяц назад Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта сообщало, с коллегами из Турции подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проводить соревнования всемирных игр, созданных в Кыргызстане по кыргызским правилам, в том числе и по Кокбюру. Мое личное мнение, что это решение незаконное, потому что есть меморандум, насколько я с пресс-службой госагентства разговаривал, есть меморандум между 2 государствами о передаче прав проведения ВИК. Там четко прописано было, что правила по 6 федерациям будут проходить по именно правилам Кыргызской республики. И этот меморандум был подписан на уровне межгосударственных отношений, Министерства спорта. То есть, в принципе, высшие документы, наверное, и нету, да? Поэтому, говорит Куватбек Аскарбеков, это решение не имеет силы. К тому же, по имеющимся у Генсека данным, мероприятие проводила Всемирная ассоциация Кокпара и Ассоциация этноигр. А еще, добавил представитель Отечественной Федерации Кокбюру, судя по видео, голосовали люди, далекие от этого вида спорта. Нашу федерацию официально никто не пригласил. То есть они взяли касательно, пригласили себе нужных людей, которые проголосуют за них, купили им билеты, оплатили там все расходы и пригласили их. Нас вообще никакой курс не поставили. Я, допустим, узнал о том, что там будет этот съезд, только вот непосредственно, когда видео посмотрел. Поэтому, я думаю, мы будем еще опротестовать этот момент. Это не окончательное их решение. И я, допустим, как генеральный секретарь, их решение никак не воспринимаю. Отметим, спор вокруг тайказана и туши козленка идет очень давно. И ведут его представители 2 национальных видов спорта – Кокбюру и Кокпара. Наша федерация была создана в 1998 году. В 2001 с подачи Кыргызстана возникла и Международная федерация. В Казахстане такая организация возникла куда позже. Но с тех пор они стали попирать единогласно принятые правила Кокбюру. Так, в прошлом году в Астане провели собрание Всемирной федерации. В той встрече приняли участие такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, Россия и Афганистан. Наша страна участия не принимала. Тогда речь шла про чемпионат мира по Кокбюру без тайказанов. А теперь такое решение принимается в Турции в преддверии ВИК. Так еще и вместо 3 таймов по 20 минут там хотят оставить только 2.
Решение, которое приняли на собрании в Турции, нас всех разочаровало. Мы не знаем причин. Есть два опасных момента. Если на ВИК мы не будем участвовать, тогда игры кочевников у нас отберут. А если поедем и будем играть, даже если и выиграем, будем чемпионами не по кокбюрю, а по кокпару. Между тем, мы хотели сделать кокбюрю олимпийским видом спорта, по тем правилам, какие должны быть. А теперь что, играть по нашим правилам только в селах? В Казахстане, кроме как в кокпар, больше ни во что не играют. Принципиально. Нам несложно сыграть по их правилам. Но что тогда станет с настоящим кокбюрю? В Отечественной Федерации Кокбюрю говорят, что в ближайшее время примут решение, как действовать дальше. Некоторые ее члены даже пригрозили выйти из состава Международной Федерации. Окончательную позицию чиновники от спорта собираются огласить на официальной пресс-конференции. Анастасия Соболева, Сардар Аширбаев, НТС. Выучить кыргызский никогда не поздно. Известный филолог-лингвист Умют Култаева открыла Центр обучения государственному языку. По словам автора уникальной методики, сегодня кыргызский в совершенстве не знают даже те, кому он является родным. Очень многие классические нормы языка исчезают. Поэтому, чтобы улучшить знания кыргызстанцев, и была создана авторская школа Тильбельги. Сегодня курсы уже прошли несколько десятков человек. В чем уникальность? Подробности в нашем следующем сюжете. Обучить кыргызскому не просто на бытовом уровне, а так, чтобы академики позавидовали. Высшая авторская школа Умют Култаевой ставит своей целью научить слушателей лекций тонкостям государственного языка. Большинство ее учеников сегодня это чиновники Белого дома и работники государственных структур. Потому что в последнее время, что странно, безграмотность в Кыргызстане увеличивается. К великому сожалению. И они нуждаются, оказывается. И у меня занимаются индивидуально, скажем, чиновники с Белого дома. Еще я провожу семинар-тренинг, где хотят перевести кыргызский язык, деловые бумаги на русский язык. Это тоже, оказывается, очень актуальная проблема. Поэтому по этому направлению мы работаем. Шапка. Демек булдағы формула. Екінші формулабыз. Демек Умют Култаева говорит, открыть центр ей предложили ее ученики. Проанализировав ситуацию в стране, профессор поняла, что по-другому сегодня языковые проблемы не решить. Даже среди носителей языка немало тех, кто сегодня допускают ошибки при произношении в речи и неграмотно применяют грамматику. Не говоря уже о тех, кому язык не родной. Специалисты центра Умют Култаевой готовы научить кыргызскому за 3 месяца. Занятие, если групповая, то каждому обходится 3600. А если индивидуально, то 5000 в месяц. А чтобы заниматься и говорить на госязыке, требуется где-то 2,5 месяца и 3. У меня был ученик из Америки. Он свободно говорит, в течение 3 месяцев занимался. В помощи центра Умют Култаева сегодня обращаются не только чиновники, но и те, кто без знания кыргызского языка уже не может обойтись. Наргиза Узакбаева – директор издательства, которое занимается переводом на кыргызский язык китайских источников. Несмотря на то, что в их компании немало хороших переводчиков, опыт Умют Култаевой оказался бесценен. Конечно, наши сотрудники были очень удивлены, потому что, да, у нас филологи, тоже редактора есть, корректоры тоже, но тем не менее для них много чего было новое, и особенно методика обучения. Они отмечали, что методика обучения легче воспринимается и лучше осваивается. И как бы многим очень понравилось. Мы очень рады, что нам предоставилась такая возможность сотрудничать с Умют Култаевой. Теперь полученные знания переводчики будут применять уже на практике. Нам не хватает такой школы и того опыта, который есть у Умют Култаевой. Проблемы с грамматикой, орфографией, произношением сегодня стоят очень остро. Без этих знаний, которые мы получили на курсах Умют Култаевой, было не просто справиться с редакторской работой при переводе китайских книг на кыргызский язык. Теперь работать будет намного легче. Сегодня сертификаты об окончании курсов получили еще 15 человек. В общей сложности выпускников уже около 30. В ближайших планах Умют Култаевой запуск авторского YouTube-канала, на котором все желающие смогут получить бесплатно дополнительные знания. В данное время педагог готовит контент для этого канала. Игорь Потанин, Самат Далатакунов, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.
Thank you.